Более недели прошло со дня чрезвычайного происшествия, когда произошел взрыв боеприпасов на складе Министерства обороны Абхазии в селе Приморское. По словам жителей села, в их садах и огородах все еще лежат не разорвавшиеся мины и снаряды, которые в любой момент могут взорваться. Я пришел реально вот туда, именно где сидят наши солдаты, наши саперы. Я говорю, у меня лежит мина. Кто именно сидел, я вам не могу сказать. А, вы я как бы к отцеплению подошли? Да, и не снимал на камеру. И мне сказали, у нас выходные, мы не будем вытаскивать. Я сам лично с братом старшим вытащили, привезли, отдали эту же мину. Там же, где солдаты находятся, где эти саперы. Разминированием занимается Хелотрес. У них есть определенное время, когда они должны работать, ваш премьер-министр. Не то, что мы, как вот Министерство обороны. У них есть время определенное, которое им дается. В случае отсутствия их, есть Министерство обороны, представители, которые там находятся. Может, им говорит, они будут работать по этому. Ну, они вот реально... Послушай, давай, если можешь сейчас горячий номер, свой номер отдать, куда можно позвонить по всем звонкам обнаружения на подворьях взрывных элементов, чтобы ваши ребята быстро реагировали. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария заверил сельчан, что не разорвавшиеся боеприпасы будут убраны со дворов местных жителей в течение недели. Работа будет продолжаться. Я уже говорил им, что в течение недели мы ликвидируем те боеприпасы, снаряды основные, которые взрывают. Так точно. Что касается всей территории, прилегающей к складу, то объем работ по ее очистке от мин и снарядов займет намного больше времени. Это вопрос не одного месяца. Здесь будут работать специалисты Hello Trust. Местные жители предложили свою помощь, чтобы быстрее очистить всю территорию. Сейчас засуха, через месяц трава зеленая пойдет, речка пойдет. Поэтому здесь я считаю не то, что сегодня сказали и разбежались, да, составить там или лагерь Рома, до какого масштаб сделать полевой, один общий командир между нами местными жителями и Министерство обороны общий один командир сделать. Премьер-министр Беслан Барцыц ответил на все вопросы жителей села. Глава правительства подчеркнул, что руководство страны понимает их обеспокоенность и делает все возможное, чтобы как можно быстрее решить все возникшие проблемы. По словам Беслана Барцыц, даны соответствующие поручения Управлению капитального строительства и главе Гудаутского района, не дожидаясь материалов экспертизы и составления смет, начать восстановительные работы, иначе могут пойти дожди и люди останутся без крыши над головой. يالر كان بسرعة قلت أخاو ورويد وبرشنجة براسون أدريشنجة براسون وبس عنو بس يباحوي رابخر بيشركوا هراح بسوا برابخر جونا أساس شو رسوي نحتان أبرزجا خروت أبستبارة قلت رتصحر قلت أبرز جامي يكسد من رابخر ذا أبنيت ياكشز خاني فيبش بيك قلت ربجي حريك حاسس تفرقون شكت حاسس تفرقون حنت كراسس تفرقون أبرز جامي يكسد من يجي حس بسيب وبرت ريتش كارم يكسر الزجي جحكة يحشتيت ناس يانخز أبشر شكتر جي عزا خزوزا برد زجي يروقتاز زوج رعصنا كمبنساتسي حزرها بارا كرزوجنا رمي يكرك ترى حشوب وي حزم شكون أبراد سكرويت كابيتال برجلر توسبرت خد أبراد قلوب ده زازجيت أبراد طلق شر مينستر أبراد قلوب أجيب حنا أكت يلا جوال جرزيح نيحو يتزوج كول أتصارستي دوبس شزم شكون ماتيريالكوا أري إكسبرتيزة أوبري سميت عصتو بري زجام تقول تقالير عوض أو حبر دينخيد سارك دينخيد بينجر دينخيد أبرزك شزم شكون أريونا خضراء بس تسيوي شالا جوسكوا паралляту хузагях шахзот. Сегодня село Приморское похоже на территорию, пострадавшую во время боевых действий. Почти все дома выглядят одинаково. Покореженные стены, выбитые стеклопакеты, проваленные крыши. Некоторые из домов не подлежат восстановлению. Всего таких около 7. Эти дома будут возводиться, что называется, с нуля. Пока же предложено временно соорудить так называемые срубы для жильцов. Те дома, которые вообще абсолютно не подлежат ремонту, составляются дефектные акты. О том, что и как будем, мы составляем дефектный акт, правительство принимает решение непосредственно с каждым домовладением. Это те, что под снос уходят, что нельзя восстанавливать. Которые восстанавливать нет смысла, они невозможно восстанавливать. Сколько их штук таких? Ну, ориентировочно на сегодняшний день, вчера была цифра 5, сегодня 7. Жители села пережили страшные минуты. Дома и имущество практически уничтожено в один миг. Сейчас в первую очередь будут отремонтированы крыши домов и установлены стеклопакеты. Затем приступят к внутренним работам. Всем пострадавшим, вне зависимости от размера нанесенного ущерба, будет оказана помощь, заверил премьер-министр. В некоторых домах уже начаты работы по замене кровли. Сегодня целый день завозился стройматериал, и уже в пятницу к работам приступят еще 8 строительных бригад. Второй день начали только материалы. Вот
Первый дом приступили, второй дом мы сейчас по-английски увидим, там тоже накрываем. И третий дом здесь рядом. 3 дома сегодня, в 3 домах идут работы, капитальные ремонты. Жительница села Ирина Авицба чудом осталась жива во время взрывов на складе боеприпасов. Ее дом один из самых пострадавших. Женщина ночует, можно сказать, под открытым небом. Ребята начали работать, дай бог им здоровья. Они помогают во всем. Сегодня они материал завозят, а уже с утра не завозят. Видите, сколько рейсов они сделали. Только стены, крыши нету, окна нету, двери нету. Не то, что так, чтобы просто поломать. Они вдребезги, в щебенки поломанные, все. МЧС республики еще раз обращается ко всем жителям села Приморское. Ни в коем случае не вывозить самостоятельно найденные взрывоопасные предметы. При их обнаружении сразу же надо звонить 911-112. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.